Уважаемые соотечественники, уважаемые друзья, пользуясь случаем, сегодня мы находимся в этом центре, культурном центре Дасмия. Вот хотелось бы обратиться к вам по поводу вот этого памятника нашему праотцу Айколь Манас. Но как мы смотрим вот на этот памятник, здесь ничего нету такого схожего с нашим праотцом. Это памятник какому-то наркоману из Тюпа или откуда-то, в общем, алкоголику какому-то. Вот, посмотрите, ну разве такой Манас может быть? Какой-то дракон непонятный, пьяный, улыбчивый. Это Манас улыбчивый. Это не Манас. Ноги короткие, в каких-то варежках непонятных. Я обращался к Турузбеку Мамашеву с личной просьбой убрать этот памятник, потому что он никак не ассоциирует с нашим праотцом, с легендарным Манасом. Поэтому я обращаюсь опять к нему, Турузбек Аке. Если хотите, давайте мы объявим марафон, соберем средства и поставим достойный памятник. Но вот этот памятник, который ваш знакомый или кто он там, ваш друг поставил, это вообще никакого отношения не имеет к Манасу. Он даже не, этот памятник даже не похож на какого-то там героя русских сказок. Он похож на какого-то Ивана Болвана, который, или Емеля Дурачок, который на печи валяется. Вот это образ его. И никто не имеет права ставить памятник на свое усмотрение. В конце концов, у нас есть Министерство культуры, которое должно бдить, должно смотреть, что за памятники люди ставят. В конце концов, миром правят символы и знаки. Так Конфуций еще 2500 лет назад говорил. Откуда наша республика может подняться, если у нас вот такие вот левые какие-то памятники стоят? Как наша республика может подняться? Что это за памятник? Посмотрите. Один пьяный дракон какой-то непонятный, и он сам какой-то. Никакой воинственности в нем нету. Ничего мужества в нем нету. Уберите этот памятник. Не позорьте ни себя, не позорьте, ни народ наш не позорьте. Рахмат, Турузбек Аке.